15-16 день освобождения от зависимости. Стадии зависимости. Для чего нам нужна информация о стадиях? Строго говоря, настоящая инструкция ориентирована на пациентов, которые находятся в первой стадии зависимости. Это целевая группа. Именно для них эта инструкция может оказаться тем пособием, которое позволит освободиться от зависимости. Опять же, достаточно условно можно говорить, что на второй стадии зависимости инструкции, скорее всего, будет недостаточно. Тем не менее, шансы у людей на второй стадии тоже есть. Третья стадия – это уже тот вариант, когда инструкция по освобождению от зависимости работать не будет. Опять же, условно можно сказать, что третья стадия оттуда не возвращается. Хотя у меня был пациент, не так давно, кстати говоря, который имел совершенно четко выраженную третью стадию алкоголизма и который с минимальной медикаментозной поддержкой из нее вышел и, в общем-то, уже 1,5 года находится в состоянии стойкой ремиссии, что для третьей стадии, в общем-то, большая редкость. Поэтому изучаем материалы, посвященные стадиям зависимости. Не забываем посмотреть 2 раза каждый день. Пятнадцатый-16 день. Стадии зависимости. Информационный блок номер 33. Достаточно сложно одновременно слушать то, что говорит автор, и одновременно просматривать слайды. Поэтому я рекомендую сначала послушать то, что будет сказано устно, а затем поставить паузу и внимательно прочитать текст слайда. Также обращаю ваше внимание на то, что использование презентации отдельно от материалов, размещенных на сайте mednauka.net, практически лишено смысла. Итак, какие стадии зависимости мы имеем? Первая стадия зависимости. Что происходит на ней? Возникает психическая зависимость. Мы говорили уже о психической зависимости, но тем не менее повторюсь, поскольку она является основой всего заболевания. Психическая зависимость характеризуется навязчивым влечением к употреблению психоактивного вещества. Навязчивое влечение возникает регулярно в течение всей оставшейся жизни пациента несколько раз в сутки. В зависимости от того, насколько она совпадает или не совпадает с внешними провокационными факторами, она реализуется или не реализуется в употреблении психоактивного вещества. Сама по себе психическая зависимость – слабый психопатологический феномен, поэтому не ощущается и не воспринимается пациентом как нечто болезненное. Более того, психическая зависимость и навязчивое влечение к употреблению психоактивного вещества оценивается самим пациентом как желание употребить психоактивное вещество, хотя совершенно таковым не является. Поскольку пациент употребляет психоактивное вещество с явной и достаточно тяжелой потерей как в физическом, психическом здоровье, социальном, семейном положении, финансовом, то ему необходима какая-то система, которая бы объяснила, почему он это делает. Из этого рождается синдром легитимации, узаконивания, обоснования употребления психоактивного вещества. Опять же, это не оправдание. Человек может признавать себя больным, но тем не менее продолжает легитимировать, обосновывать свои действия. Это обусловлено не его лживостью, а тем, что он действительно не понимает, почему он так себя ведет. При этом аргументы, приводящиеся в рамках синдрома легитимации, как правило, сами по себе носят полубредовый характер, чего стоит только утверждение, что человек пьет, потому что у него нет работы. Также отмечается развитие синдрома измененной реактивности, рост толерантности и устойчивости к психоактивному веществу, исчезновение защитных знаков, изменение характера потребления и картины опьянения, о чем мы говорили ранее. Для алкоголизма характерно возникновение полимцестов, провалов в памяти при употреблении алкоголя. Они могут носить как эпизодический и частичный характер, так и возникать при любом употреблении алкоголя. Вторая стадия зависимости характеризуется тем, что полностью сохраняется психическая зависимость, она сохраняется всегда. Нарастает синдром измененной реактивности, толерантность достигает своего максимума, иногда очень больших цифр. Например, у меня был пациент, который за сутки выпивал порядка 20-30 бутылок водки.
Появляются истинные запои, о них мы говорили ранее. Возникает физическая зависимость, то есть физический дискомфорт при невозможности употребления психоактивного вещества. Возникает абстинентный синдром, когда значительное ухудшение физического состояния при отказе от алкоголя может быть компенсировано и вылечено, ну, в кавычках, естественно, вылечено стаканом водки. Появляется личностное снижение и огрубление, еще не столь заметное, но уже фиксируемые. И возникают единичные осложнения, чаще всего в виде делирия или белой горячки. На третьей стадии усугубляются все проявления второй стадии заболевания. Толерантность опускается ниже начальной. Человек употребляет алкоголь малыми дозами каждые 2-3-4 часа. Наступает полная личностная деградация, вплоть до слабоумия. Наблюдаются множественные осложнения. Делирий, корсаковский психоз, как правило, делирии неоднократные, энцефалопатия Верники, полиневропатия, кардиомиопатия, развитие гепатитов, гепатозов, циррозов, панкреонекрозов. Чаще всего продолжительность жизни на третьей стадии составляет несколько лет. Повторим все наши тезисы. Мы неоднократно уже о них говорили, но тем не менее повторим. Это вы должны дать дословно. Первое. Употребление психоактивных веществ приводит к болезненным изменениям психики, психопатологический феномен зависимости. Болезненные изменения психики при зависимости приводят к употреблению психоактивных веществ, тем самым образуется патофизиологический круг. Зависимости, по определению Всемирной организации здравоохранения, являются неизлечимым заболеванием. В то же время любой человек со сколько-нибудь сохранной психикой может полностью контролировать зависимость. Зависимости несут одновременно признаки как невроза, так и психоза, в большей степени имея эндогенный характер, что, однако, не позволяет полностью исключить экзогенные и психогенные механизмы формирования заболеваний. Генетика, воспитание, развитие, психологические особенности могут способствовать развитию зависимости, но не являются причиной заболевания. Особенностью зависимости является их практически полная интеграция в структуру личности человека, поэтому все попытки уничтожить зависимость полностью на сегодняшний день обречены на провал. Хочу еще раз подчеркнуть этот момент. С одной стороны, это очень слабый феномен, с другой стороны, он размазан по всей психике, поэтому является столь трудным в терапии. Причина зависимости одна – психическое расстройство. Нет никаких объективных, субъективных причин. Есть психическое расстройство и факторы, способствующие его реализации. Девятое. Психическая зависимость является главной проблемой в структуре заболевания. Если мы говорим о зависимости, мы не можем говорить о лечении отдельно абстиненции, мы не можем говорить отдельно о прерывании запоя. Это не лечение, это единичные шаги, носящий даже не тактический, а такой вот сиюминутный характер. Психическая зависимость является главной проблемой. Не решив эту проблему, дальше можно даже не пытаться двигаться, потому что все равно результата не будет. Десятое. Психическая зависимость возникает на первой стадии заболевания и сохраняется всю оставшуюся жизнь, активируясь при употреблении и затухая при воздержании от психоактивных веществ. Психическая зависимость воспринимается как собственное желание, но является психическим расстройством, сопоставимым с бредом. Еще раз обращу ваше внимание. Желание в кавычках. Хотя это и так и воспринимается, но ни в коей мере не является желанием. Это болезненное проявление. Психическая зависимость – крайне слабый психопатологический феномен. Любой человек с сохранной психикой способен без усилий его игнорировать. Здесь я делаю отметку с сохранной психикой, потому что на третьей стадии заболевания, естественно, когда психика практически полностью разрушена, контролировать психическую зависимость человек уже не может. Спасибо за внимание. Следующий информационный блок номер 34.